Самые распространенные аферы в интернете. Такого рода уловки основаны на доверии и имеют широкое распространение. Их цель – выманивание денег у пользователей. Достаточно распространены клоны существующих, надежных и известных магазинов, которые предлагают товары в интернет-сети. Аферу в этом случае достаточно сложно определить. При этом мошенники получают быстрые финансы абсолютно легально. Создается копия сайта известного интернет-магазина. Фирма регистрируется для работы с банковскими счетами. Далее начинается псевдопродажа товара. Благодаря грамотно построенным махинациям становится возможным перевести сайт в топ выдачи в поисковых системах. Стоит ли говорить, что приобретенные псевдотовары клиенты не получат? Еще один вид мошенничества в интернете – фишинг, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, логинам, паролям, данным лицевых счетов и банковских карт. В основном используется метод проведения массовых рассылок от имени популярных компаний или организаций, содержащих ссылки на ложные сайты, внешне неотличимые от настоящих. Фишинг – одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании пользователями основ сетевой безопасности. В частности, многие не знают простого факта – сервисы не рассылают писем с просьбами сообщить свои учетные данные, пароль и прочую информацию. Интернет-попрошайничество. Еще один из видов афер в сети. Каждый из нас видел запросы о том, что нужна помощь больному человеку и идет сбор средств для его дальнейшего лечения. Сопроводительная псевдоинформация. Прикреплены все необходимые документы, которые подтверждают то, что человек действительно болен. В результате данной махинации пользователи отправляют деньги на счет, чтобы помочь тем, кто на самом деле в этом не нуждается. Также распространенный способ аферы – это блокировка доступа к работе браузера. На экране у пользователя появляется текст о том, что система была заблокирована из-за незаконных действий. Для разблокировки необходимо выплатить определенную сумму, которую нужно направить на банковский счет некой организации в течение какого-то времени. Если пользователь не успеет произвести оплату до назначенного времени, работа браузера будет недоступна. Произведя оплату, пользователь попадается на данную уловку интернет-мошенников. По статистике правоохранителей, в 2018 году было получено 351 926 жалоб по интернет-преступности, а общие потери пострадавших оцениваются в 2,7 миллиардов долларов. В среднем поступало более 900 жалоб каждый день, и наиболее распространенными проблемами в прошлом году стали компрометация посредством деловой переписки, утечки персональных данных, фишинг, аферы с неуплатой и недоставкой товаров, а также вымогательство. Соблюдение простых правил позволит вам избежать большинства проблем. Доверяйте только проверенным сайтам в интернете. Тщательно проверяйте информацию об авторе входящих писем. Обращайте внимание на предупреждения в браузере и не забывайте обновлять свой антивирус.